Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем, как участковый спас мужчину от неминуемой гибели. Немножко растерялись, а потом взяли себя в руки и оказали первую медицинскую помощь. Счет шел на секунды. Покажем последствия крупной аварии в Нижнекамске. Понятно, что люди неадекватно сидели за рулем этой машины. И за что женщина воткнула нож в спину своего супруга. Мужчина скончался до приезда медиков. Об этом и не только прямо сейчас. Спонсор показа — автосалон «Диалог Авто», 288 88 40. Предотвратили трагедию. Полицейские спасли человека, который едва не совершил роковую ошибку. Стражи порядка ворвались к 47-летнему мужчине в квартиру и спасли ему жизнь. Подробности у Нафисы Минязовой. Полицейских вызвала соседка 47-летнего мужчины. Она рассказала, что он уже давно не выходит на связь, и из квартиры исходит странный запах. Сомнения женщины о том, что в его квартире не все в порядке, нашли свое подтверждение. Полицейские изначально стали стучаться в дверь, но им никто не открыл. И когда они услышали хрипы изнутри, они решили ее самостоятельно открыть, и, к счастью, она была не заперта. Зайдя в квартиру, они увидели страшную картину и не дали хозяину жилища совершить роковую ошибку. Ведь доли секунды могли стоить человеческой жизни. Мужчина на тот момент уже терял сознание от нехватки кислорода. Когда услышали хрипы в квартире, немножко растерялись, а потом взяли себя в руки и оказали первую медицинскую помощь. Затем стражи порядка вызвали на место медиков, и 47-летнего хозяина квартиры увезли в больницу. В настоящий момент с ним все нормально, но все, никаких последствий для жизни не будет. Жить будет. В свой день рождения Инсаф Ибрагимов спас человека, и для него это, говорит, останется в памяти надолго. Благодаря тому, что только вот эти два парня пришли вовремя, да, они спасли ему жизнь. Сейчас мужчина находится в 7-й горбольнице. Затем с ним будут работать сотрудники психоневрологического диспансера. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, «Вызов 112». В Нижнекамском районе инспекторы ГИБДД помогли пожилому мужчине, потерявшему память. Во время несения службы старшие лейтенанты полиции Фанис Тухватуллин и Айрат Валишин обратили внимание на пожилого мужчину, который вышел из леса. Он был уставшим, а его одежда промокла до нитки. Опросив пенсионера, автоинспекторы выяснили, что он не помнит ни своего места жительства, ни того, что с ним случилось. Незнакомца отвели в служебное помещение, где накормили, напоили горячим чаем, а также помогли привести одежду в порядок. Выяснилось, что близкие объявили мужчину в розыск. 74-летний житель Нижнекамска страдает временной потерей памяти. Мужчину довезли до ближайшего отдела полиции, откуда его забрали счастливые родственники. «Хонда» на высокой скорости протаранила несколько автомобилей и вылетела на остановку общественного транспорта. Благо, людей там не было. Крупная авария произошла в Нижнекамске. Айрат Назипов с подробностями. Honda Accord въехала прямо в остановку. Чудом удалось обойтись без жертв, а вот автомобиль пострадал серьезно. 33-летний водитель не учел дистанцию и на большой скорости влетел во впереди едущую Toyota, а потом, как по цепочке, иномарка врезается в Subaru, та в десятку. От сильного удара вот машину, которая сзади моей стояла, отбросила на мою машину. Машина, которая ударила в Honda, она как бы тоже отрикошетила, пролетела на остановку, еще там одну машину она сзади ударила. Очевидцы утверждают, что Honda двигалась на очень большой скорости, и водитель был невменяем. Она пронеслась со стороны Лесной улицы в ту сторону, развернулась на бешеной скорости и понеслась в эту сторону. То есть понятно, что люди неадекватно сидели за рулем этой машины. Либо они были пьяны, либо они были под наркотиками. Но то, что они не стояли на ногах, это я могу утверждать 100%. Водитель Honda от медицинского освидетельствования отказался. На данный момент административное расследование возбуждено, и по итогам будет определено вид его наказания. В результате аварии пострадал пассажир Toyota. В момент столкновения в салоне автомобиля находился 4-летний ребенок. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Ему назначили амбулаторное лечение. Айрат Назипов, Альбина Валеева и Булат Абдульманов. «Вызов 112». Форт Мондео и Ладларгус столкнулись вечером на перекрестке улицы Магистральной и Тихорецкой. От травм обоих автомобилистов спасли лишь сработавшие подушки безопасности. Никто из них свою вину не признавал, считая, что каждый ехал на зеленый. Алсу Ахмедзянова продолжит. Форд виноват, да? Не Форд, Форд поворачивал на зеленый, на левую сторону. Он ехал прямо на красный.
Друзья водителя Форда возложили всю ответственность за произошедшее на шофера Лады, считая, что он грубо нарушил правила дорожного движения. Рассказали, что, выехав на перекресток со стороны улицы Магистральная, он не пропустил иномарку, водитель которой поворачивал налево с улицы Тихорецкая. 2015 год а свидетелей нет, никого нет. Второй участник столкновения мнение незнакомых ему людей не разделял и считал, что на перекресток он выехал по всем правилам, а значит, виноват водитель Форда. Он вам не вступил, да? А он что говорит? Я не знаю. Несмотря на довольно сильный удар, никто из водителей не пострадал. Чего не скажешь об их автомобилях. Обе машины получили сильные повреждения и покинули место ДТП на эвакуаторах. Теперь обоих водителей ждет детальный разбор в госавтоинспекции. Алсох Медянова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 33-летний житель Набережных Челнов оказался в больнице с тяжелыми травмами после конфликта со своей приятельницей. Как установили полицейские, оба выпивали алкоголь и в процессе поссорились. 35-летняя женщина перешла от слов к делу и избила своего собутыльника. Потерпевшего с гематомой, переломом теменной кости и переломом нижней челюсти госпитализировали. В отношении нападавшей возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ну а в Нижнекамске 33-летнюю женщину подозревают в убийстве своего 31-летнего супруга. Трагедия произошла в воскресенье утром во время застолья. При этом дома находились их дети. Подробности у Елены Веселовой. Наглухо закрытые двери, капли крови на лестнице в подъезде. Трагедия разыгралась утром в воскресенье. Как установили следователи, 33-летняя женщина ударила своего мужа кухонным ножом в спину. Осознав, что сделала, вызвала скорую, но мужчина скончался до приезда медиков. Ему был 31 год. По предварительной версии, супруги пили, затем поссорились, и мужчина стал бить женщину. Она сопротивлялась. Дома в этот момент были 2 дочери. Они спали и ничего не слышали. Третья дочь была в гостях. Соседи говорят, что супруги жили тихо, не шумели, даже в день убийства. Я их вообще не видела ни разу. Дочери только видела и все. Детей сразу же забрали к себе родственники. Женщина задержана. Теперь следствие предстоит выяснить подробности семейной трагедии. Елена Веселова, Светлана Шумкова и Фахри Исламов. Вызов 112. Возложили цветы к месту трагедии и почтили память коллеги минутой молчания. Ровно 2 года назад инспектор ГИБДД погиб во время исполнения служебных обязанностей. Он ценой своей жизни остановил злостного нарушителя. Нафиса Минязова с деталями. С самого утра автоинспекторы несут сюда цветы. 2 года назад на перекрестке улиц Декабристов и Шамиля Усманова погиб старший лейтенант полиции Юрий Матрёнин. Ему было 42 года. В ту роковую ночь водитель БМВ не подчинился требованиям инспекторов остановиться и попытался скрыться от преследования. 10 экипажей пытались остановить мчащуюся на бешеной скорости иномарку. Патрульный автомобиль перегородил дорогу. Водитель БМВ, проехавший на красный свет, на полном ходу врезался в правый бок полицейской «Лады». Водитель быстрее выбежал из машины, хотели вытащить с той стороны, водителя с гражданской стороны, с пассажирской. Не вытащить не смогли, вытащили с водительской стороны. Один полицейский был без сознания, второй в шоке. Медики доставили обоих в больницу. Юрий Матрёнин скончался, не приходя в сознание. У него остались жена и 2 детей. За рулем иномарки был ранее судимый за оборот наркотиков 31-летний Артур Садруддинов. В 2015 году он был лишен водительского удостоверения на 1 год. Женатый, разведенный. Чья машина? Маме. Тогда мужчину заключили под стражу. Через 7 месяцев он услышал вердикт суда. Виновника той самой трагичной аварии, которая произошла ровно 2 года назад на этом самом перекрестке, Верховный суд Республики Татарстан в ноябре 2018 года уже приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Уже через пару лет он выйдет на свободу. А вот семье погибшего, отца, сына и супруга уже никто не вернет. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин. Вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Испытайте флагманский кроссовер Chery Tiggo 8. Инновационный дизайн, 7-местный салон, LED-оптика, технологичное оснащение, мощный двигатель. Tiggo 8. Путешествуйте бизнес-классом.